О самых заметных событиях четверга, 1 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В Татинском и Анабарском районах постепенно снижается уровень воды и действует режим чрезвычайной ситуации. Размыло один участок региональной дороги Аймекон. Озвучим данные по весеннему половодью. Программа субсидий для перехода на газомоторное топливо работает в Якутии с прошлого года. Размер поддержки 90% от стоимости переоборудования. Насколько эффективна эта программа? Путь бриллианта, чудо природы и рукотворный шедевр. Уникальные бриллианты и алмазы Алроца представили в Государственном историческом музее в Москве. Первый выход в свет. В перинатальном центре Якутска торжественно выписали новорожденных. Вручать в День защиты детей первый документ стало доброй традицией. Лето – время развиваться. В столице также состоялся детский фестиваль «Саин». Организатор, фонд будущих поколений, посвятил мероприятие своему юбилею. В Татинском и Анабарском районах постепенно снижается уровень воды. В этих районах действует режим чрезвычайной ситуации из-за повышения воды на реках Тата и Анабар. Однако ситуация стабилизируется, уровни идут на снижение. Об этом сообщил на брифинге председатель Госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков. Так, во внимании республиканского оперштаба села Черкёх, Боробул, Кыи и Тыккёль Татинского района. Во всех указанных 4 населенных пунктах работают 58 спасателей. Ведется круглосуточный мониторинг уровней воды, проводят работы по укреплению берегов и дамб, обеспечивается безопасность людей на акваториях. В случае необходимости осуществляют перевозки на лодках. За прошедшие сутки мы наблюдали повышение уровня воды на реке Анабар в районе населенного пункта Саскалах. В прошедшие сутки из-за повышения уровня воды был введен режим чрезвычайной ситуации. Под подтоплению оказалось 6 жилых домов, в которых проживает 57 человек. Затоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта, но при этом сегодня в 3 часа ночи произошло понижение уровня воды, и уровень в поселке Саскалах составил ниже критических. За прошедшие сутки подвергся размыву один участок на региональной автодороге Аймекон в местности возле реки Тарын-Юрях. В настоящее время проезд отсутствует. При этом ведется подготовка дорожной техники и специалистов подрядной организации для проведения аварийно-восстановительных работ. В Татинском районе остаются закрытыми 3 участка дороги Уолбабу-Лум-Нефтебаза. Восстановительные работы начнутся после спада уровня воды. На этих участках также ведется наблюдение за уровнем воды, за состоянием автомобильной дороги. И как только появится возможность проведения аварийно-восстановительных работ, данные работы будут проведены. Также продолжается работа по муниципальным автомобильным дорогам, так на местах размыва совместно с представителями муниципальных образований. Представителям Минтранса ведется работа по расчету объемов необходимых работ для проведения аварийно-восстановительных работ, по расчету стоимости данных работ. И по завершении данной работы будет проведена в установленном порядке работа по выделению средств дорожного фонда для проведения данных восстановительных работ. В Якутском озере Хампах, где произошла массовая гибель рыб, загрязнения не обнаружено. Об этом сообщает Минэкологии Якутии. По результатам исследований, вода в озере в пределах установленного норматива средней минерализации загрязнений не выявлено. Причина гибели рыб по причине загрязнения исключена, уточнили в ведомстве. Напомним, 28 мая в соцсетях распространились фотографии, на которых запечатлена массовая гибель рыб в Нюрбинском районе. Тогда в министерстве сообщили, что предположительно рыбы погибли из-за кислородного голодания в зимний период. В прошлом году указом президента Владимира Путина и при поддержке главы региона Эсена Николаева началось субсидирование граждан для перехода на газомоторное топливо. Размер поддержки 90% от стоимости переоборудования. Оценила эффективность данной программы Галина Чекурова.
С 2020 года правительство Якутии поддерживает автовладельцев и организаций, стремящихся перевести технику с традиционных видов топлива на газомоторное. Например, по предложению Министерства промышленности и геологии республики для владельцев машин на газу транспортный налог снижен на 50%, а организации, занятые строительством госзаправок, освобождены от уплаты налога на имущество. С 2022 года начато субсидирование затрат по переводу транспорта на газомоторное топливо. В этом году мы впервые привлекли федеральные средства на эти цели. И сегодня каждый якутянин, предприниматель и компания могут сэкономить до 2/3 стоимости переоборудования. Программа распространяется на всю республику, но, получается, скидку предоставляют только аккредитованные пункты переоборудования. Они проходят аккредитацию у нас. В настоящий момент имеется 3 аккредитованных пункта переоборудования. Это 2 в Якутске и 1 в Мирном. Одной из главных причин перехода с топлива на основе бензина на газомоторное является его экономичность. Посмотрим простую арифметику. Стоимость 1 кубометра сжиженного углеродного газа составляет около 25 рублей, а стоимость 1 кубометра природного газа – 21 рубль. Бензин в регионе на уровне 59 рублей. Туда приплюсуем еще экологичность топлива. Самый экологически чистый вид топлива из экономически целесообразных – это метан, не считая, допустим, водородное топливо, либо электромобилей, которых единицы, не единицы, в последнее время электромобилей стало больше, но их все равно на порядок меньше, чем машин на газомоторном топливе. Техосмотр по регламенту надо проходить каждые 10 тысяч километров. Валентин Викулин поменял топливо на газомоторное полгода назад. Узнал он о данной субсидии из социальных сетей. В целях экономии своих денежных средств Валентин принял решение перейти на метан. Разницу ощутил сразу. Чувствуется, 15% мощность потерялась на метане. Зато экономия радует. На бензине, грубо говоря, я бы заправил 1500, а на метане я рублей на 500 проезжу. В зависимости от интенсивности и пробега. По сути, я так и так каждый день на заправках. Меня там все знают, любят и ждут. На метане также каждый день заправляюсь, смотря как ездить. На данный момент в Якутии всего 11 газомоторных заправок, а к 2030 году их количество увеличится до 40, что позволит обеспечить весь регион станциями для заправки газомоторным топливом. Галина Чекурова, Джоустан Накентьев, Якутск. В Республиканском реабилитационном центре восстановительную программу прошли 75 человек, из которых 49 дети. В Якутии для семей участников спецоперации работает специально разработанная программа. Семьи военнослужащих могут пройти программы по реабилитации, которые не только укрепят здоровье, но и помогут общему развитию детей. На сегодня у нас на реабилитации находится 6 взрослых с 13 детьми. Нами составлена специальная программа для этой реабилитации. Больше работы, конечно, с детьми, но и с родителями, с мамами, которые приезжают на реабилитацию. Тоже проводится ряд реабилитационных мероприятий. Это психологи с ними работают, гидропроцедуры, успокоительные, витаминные чаи предоставляются мамам. И мамы, конечно, все посещают все процедуры, мероприятия, занятия с детьми. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Якутии состоялся День открытых дверей для детей, ветеранов и участников спецоперации. Мероприятие посвятили Международному дню защиты детей. В рамках патриотической акции «Мой папа герой» в филиале фонда открыта выставка детских рисунков. Представлены работы детей, участников спецоперации и профильной смены Содружества «Орлят» Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». На своих рисунках дети военнослужащих и тех, кто сегодня находится в зоне проведения спецоперации, изобразили своих любимых отцов. А к акции «Привет с фронта» дети подготовили письма и открытки со словами поддержки для бойцов, а также посмотрели записи ответных видеообращений, отправленные ранее. Организовано несколько площадок, из которых у нас задействован педагогический вожатский отряд «Дар». Они сейчас будут играть, проводить мероприятия для детей. Также организована выставка с участием воспитанников, участников профильной смены Содружества «Орлят» Центра отдыха и оздоровления детей. Но это дети у нас, дети участников специальной военной операции, а также организован мастер-класс по полимерной глине по изготовлению брошей для семей участников спецоперации.
специальной военной операции в виде цветов, подснежников наших в Якутии. И 4-я площадка у нас проводится акция, присоединяемся с нашими участниками всероссийской акции «Письмо на фронт». Судебные приставы детям. На протяжении многих лет в День защиты детей Федеральная служба судебных приставов проводит информационную акцию, главная цель которой – защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Наш корреспондент Анна Васильева встретилась с теми, кто по долгу службы ежедневно защищает права детей. Масштабные рейды, социальная реклама, а также усиленное применение мер принудительного исполнения – все это ожидает тех, кто не платит алименты своим детям. Такое пристальное внимание к должникам-родителям обусловлено проведением акции «Судебные приставы детям». В рамках исполнительного производства о взыскании алиментов судебными приставами наложено 34 арестов на имущество, вынесено 250 постановлений о временном ограничении на выезд должника за пределами страны. Также 15 должников по алиментам обязательствам ограничены в праве управления автомобилями. С этого года в отношении 26 должников возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренной части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за уклонение от уплаты алиментов, результатом которых виновным лицам назначено административное наказание в виде обязательных работ. В отношении 9 граждан возбуждено уголовное дело по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Взыскание алиментных платежей – одно из приоритетных направлений деятельности Федеральной службы судебных приставов. По итогам первых 4 месяцев года в Мирнинском районном отделении судебных приставов находилось 564 исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. Совокупность мер принудительного характера за этот период позволила взыскать в пользу детей 5 641 000 рублей. Обратилась я к судебным приставам по выплате алиментов бывшего мужа в связи с тем, что он платит нерегулярно их. И решить вопрос, так как ребенку подходит возраст 17 лет, до скольки включительно можно взыскать алименты. В случае неисполнения требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения, принимаются меры в соответствии с федеральным законом, такие как арест банковских счетов, обращение взыскания на заработную плату и иные доходы, запрет регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом, наложение ограничений на выезды за пределы Российской Федерации, а также ограничения в пользовании водительским удостоверением. Анна Васильева, Мирный. Льготники получат скидку до 50% на оплату счета за жилищно-коммунальные услуги. Нововведение окажет благоприятное влияние на сокращение задолженности, говорят в Минстрое России. Так, с учетом соблюдения принципа адресности и расходования бюджетных средств, предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости, в зависимости от льготной категории. В министерстве уточнили, что денежные средства теперь будут направлять на счет поставщика услуг, а не потребителю, как сейчас. Уникальные бриллианты и алмазы Алроса представили в Государственном историческом музее в Москве. Выставка «Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр» посвящена истории алмазодобычи в России. Среди главных экспонатов алмаз «Матрешка», найденный в Нюрнбергском ГОКе осенью 2019 года. Его и еще десятки других уникальных изделий увидела наш корреспондент Айсана Бурдашова. Самые ценные камни – алмазы, и каждый 4-й в мире – якутский. На выставке их целая россыпь. Это 60 алмазов уникальнейших, 30 бриллиантов и 33 украшения. Причудливые формы алмазов создала сама природа. Вот этот ничего не напоминает? Футбольный мяч, а рядом с ним лошадка. Среди редких находок и алмаз-матрешка. Уникальный алмаз в алмазе. Его нашли в Нюрнбергском ГОКе 4 года назад. В этом небольшом алмазе внутри есть полость, в которой свободным образом находится точно такой же алмазик. И, скорее всего, первым был создан как раз алмаз маленький, который внутри, а уже потом в процессе сформировался внешний алмаз. И этот алмаз не имеет аналогов в мире.
Весит двойной алмаз 0,62 карата. Это 124 миллиграмма. Размеры у алмаза тоже небольшие. Он чуть меньше горошины. В длину, например, всего 5 миллиметров. Поэтому рассмотреть его позволяет вот такая лупа. Увидеть именные камни на выставке не составит труда. Они самые крупные. Один Тыгын-Дархан, 66 карат чистой роскоши. По соседству с ним алмаз побольше, желто-коричневый Кындыкан. Камень королевских размеров. Его диаметр 25 миллиметров, как у 5-рублевой монеты. Алмаз родом из Оленёкского улуса. Оттуда и имя Кындыкан. Это венкийская девочка, которую совершенно случайно нашли охотники, проходящие мимо вымершего от оспы стойбища. До сих пор непонятно, как вообще ребенок мог выжить в таких действительно нечеловеческих условиях. Можно сказать, что этот алмаз получил такое имя, как символ вот этой стойкости. Редкие по весу, цвету и форме. Этим камням не 100 миллионов лет. Увидеть их первозданную красоту, узнать, как добывают алмазы и преображают их в бриллианты, можно в Государственном историческом музее до 10 сентября. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Утро начинается с улыбки. 1 июня в Парке культуры и отдыха провели мероприятие «Радуга детства», на котором присутствовал Айсен Николаев. Глава Якутии поздравил с Днем защиты детей и пообщался с юными горожанами. Подробности события у нашего корреспондента Марфирины Алексеевой. Днем защиты детей. Зажигательные танцы, флешмобы, игры и задорные песни задали праздничное настроение и сопровождали насыщенную программу на протяжении всего дня. Более 20 развлекательных и образовательных площадок обеспечили досуг в самых разных направлениях. Ребята сооружали себе метательные модели самолетов и вертушек, изготавливали спиннер-игрушки, плели макраме и рисовали стенгазеты. Сегодня проводим юноармейскую всероссийскую акцию «Берегите детство». И наши ребята приходят и рисуют все, что связано с летом, и создают общую стенгазету. Данная акция направлена на патриотическое воспитание, любовь к родине, духовное, нравственное и творческое развитие. В игровой и показательной форме детей обучали правилам дорожного движения, оказанию первой медицинской помощи и управлению дроном. Помимо развлекательных и обучающих мастер-классов, гостям и жителям столицы были представлены изделия и разнообразные продукты от юных предпринимателей. Так, ребята со всей республики выставили на продажу сделанный своими руками товар. Некоторые бизнес-идеи ребят поражают своей находчивостью. Идея началась от того, что я решил заработать себе на мобильный телефон, так как я раньше ходил со старым сломанным, и мне захотелось купить новый телефон. И для этого я посоветовался с родителями. Я решил продавать перегной в мешках. Как я знаю, тут повышенная биологическая активность. Сначала я нахожу залежи перегноя, далее же на свой участок перевожу, далее же через караватную сетку очищаю от всякого мусора, далее же расфасовка. Делаю рекламные объявления и распространяю через мессенджеры. Конкретно на этом 5 килограммов, и она стоит 150 рублей. Но там в Тате я продаю уже 50-килограммовые, и они стоят 350 рублей. Фестиваль «Радуга детства» стал площадкой реализации детского творчества, таланта и предпринимательства. Организатором праздника является Управление образования Якутска. Педагоги, кураторы и наставники ребят, что представили свои проекты и концертные номера, потрудились на славу. К слову, фестиваль в этом году посвящен именно им – Году педагога и наставника в России и труда в республике. Марфирина Алексеева, Иван Сорокаумов, Якутск. Международный день защиты детей. Центр содействия семейному воспитанию «Берегиня» совместно с управой Губинского округа провел акцию «Должны смеяться дети». Цель акции – обратить внимание общества на проблемы детей в семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также защитить их права. В празднике приняли участие творческие коллективы детских садов, танцевальные студии и артисты Якутского государственного цирка. Дети встретились с героями мультиков, участвовали в конкурсе костюмов косплей, рисунков на асфальте, посетили мастер-классы, а отличники учебы, показывая свой дневник, получили подарки. Кроме этого, на площади работали 3D-библиотека и контактный зоопарк. Хочу сказать, что сегодня солнечный день, он сам прям пришел к нам навстречу, помог организовать, и, естественно, оно явилось нам залогом хорошего настроения. Сегодня семей и детей очень много, они разбрелись полностью по всей площади.
Очень популярно пользуются, значит, это у нас аквагрим, например, мастер-классы по вязанию фенечек, там еще и другие мероприятия. Наши педагоги активно принимают участие, с удовольствием идут навстречу. Первый выход в свет в перинатальном центре Якутска. Торжественно выписали новорожденных. Вручать в День защиты детей первый документ стало доброй традицией. Сколько счастливых мам отправились домой и как прошло мероприятие, расскажет Валерия Наумова. Объятия, поцелуи и фото на память. Сегодня семья Удиных встречает из роддома маму Соскалану с новым членом семьи. Появление малыша, такого долгожданного, такого любимого, всегда счастье. А уж когда выписка из роддома проходит в торжественной обстановке, и это приятно вдвойне. Хочу сказать огромное спасибо всему персоналу, работникам перинатального центра за чуткое отношение к молодым мамочкам, к нашим малышам. Огромное спасибо главному врачу Николаю Николаевичу за профессионализм. Волнительная, радостная и долгожданная выписка из родильного отделения. Тот момент, который с нетерпением представляют себе все молодые родители, ожидающие малыша. В Якутском перинатальном центре мечты о важнейшем дне в жизни осуществились еще у нескольких семей. Сегодня мы выписывали 14 новорожденных, из них 8 девочек и 6 мальчиков. Все женщины родили благополучно, из них 3 после операции кесарево сечения, но тем не менее мы всех выписываем в хорошем удовлетворительном состоянии на 4-е сутки. Всего в Якутии с начала года родилось 4406 детей. Из них мальчиков больше, чем девочек в гендерном различии. Мальчиков 2238, а девочек 2168. Из них 43 двойни и 1 тройня. Республика Саха-Якутия занимает лидирующие позиции в стране по рождаемости, по приросту населения. Безусловно, и материнский капитал, как федеральный, так и региональный. Прошлогодний целевой капитал «Дети столетия», который по решению главы республики у нас сегодня продолжен еще на 5 лет, они все вносят ощутимый вклад в деле реализации нашей главной государственной задачи – это демографической политики. Якутия занимает 1-е место на Дальнем Востоке и 7-е в России по рождаемости. На сегодня целевым капиталом уже воспользовались почти 5000 семей. В основном его используют на улучшение жилищных условий и транспорт. Прощаясь с родителями, главный врач перинатального центра Николай Васильев гостеприимно напомнил: приходите к нам еще, наши двери всегда для вас открыты. Валерия Наумова, Георгий Григорьев, Якутск. Также в Якутске состоялся детский фестиваль «Саин». Это слово имеет 2 значения на якутском языке – «лето» и «развивайся». Организатор мероприятия, Фонд будущих поколений, приурочил фестиваль к своему 30-летнему юбилею. С талантливыми детьми Якутии встретилась Мария Кардашевская. Погружение в мир спорта, креатива и безудержного детского веселья буквально с первых минут. Сегодня площадка спортивного комплекса «Дохсун» собрала детей разных возрастов по 4 направлениям – наука, спорт, креатив и искусство. Дал старт фестивалю глава Якутии Ясин Николаев. Я благодарю всех тех, кто участвует в этом. Прошлись, душа радуется. Есть замечательные просто уже и проекты, и по науке. Видно, что спорт уже у нас активно развивается, причем самые разные виды спорта. Действительно, в республике активно развивается наука, а креативная индустрия – это то, чем регион будет славиться не только в России, но и во всем мире. Например, сегодня на выставке свой первый шаг в науке доказала Алина Быстрова. Она со своей командой уже год работает над полимерным материалом, который мог бы выдержать якутские морозы. Мы исследуем такой полимер, как политетрафторэтилен. Он имеет как свои достоинства, так и недостатки. И чтобы избавиться, компенсировать данные недостатки, мы добавляем к нему наполнители, такие как углеродное волокно и серпентинит. Я очень рада представлять свой проект на фестивале «Саин». Это новый опыт. Опыт – это всегда хорошо. Я улучшаю свои ораторские способности для дальнейшего выступления на всероссийских конференциях. В спортивной секции многих собравшихся удивили специальные гости фестиваля «Саин», победитель Олимпийских игр в Рио по вольной борьбе Сослан Рамонов, а также бронзовый призер Олимпиады в Пекине по стрельбе из лука Баир Баденов. Звезды Олимпийских игр провели мастер-класс для детей в спорткомплексе «Дохсун». Впечатления очень положительные.
Сегодня большой праздник, и я рад присутствовать здесь, разделять с вами эту радость, потому что Якутск для меня очень позитивный город. Я здесь очень часто выступал, когда занимался спортом, это было не так давно. Так что здесь мне всегда везло, удача мне всегда здесь благоволила, и я рад сюда приезжать всегда. Здесь у меня и товарищей очень много, так что как дома себя чувствую. Также в рамках мероприятия состоялись различные выставки, ярмарки, презентации детского инновационного центра, консультации детей и их родителей, чтобы они нашли для ребенка занятия по душе. Мария Кардашевская, Джилстан Иннокентьев, Якутск. От детского спорта к олимпийским медалям. Под таким лозунгом в медиацентре Саха Медиа провели пресс-конференцию, в которой приняли участие гости фестиваля детей и молодежи «САИН». Участники обсудили дальнейшие перспективы развития массового спорта, предложили свои идеи и поделились планами. На конференции также выступили и гости республики. Победитель Олимпийских игр в Рио по вольной борьбе Сослан Рамонов и бронзовый призер Олимпиады в Пекине по стрельбе из лука Баир Баденов. Звезды Олимпийских игр показали детям мастер-класс в спорткомплексе Дахсун, а затем поделились своим опытом с участниками пресс-конференции. Отметим, что фестиваль «САИН» планирует сделать ежегодным. Показал, что, где и как надо, и тренерам тоже подсказал. Детки, они такие старательные, сразу с полуслова все понимают и стараются все это сделать. Это очень отрадно. Большие молодцы. Я здесь уже не первый раз, когда мне сказали, я с удовольствием согласился приехать сюда. И поэтому я здесь. И впечатления, конечно, огромные. Спасибо Якутской земле, всем моим друзьям. Здешним всем спасибо огромное. И последнее соревнование по многоборью «Готов к труду и обороне». В рамках спартакиады спортивные якутяне стартовали в столице. Участие в соревнованиях принимает 21 команда, всего 129 школьников. Лучшие спортсмены будут определены по итогам 8 испытаний. Так, в первый день соревнований школьники состязались в силовых видах: подтягивание, прыжке в длину с места, отжимании, гибкости, метании резинового мяча, а также стрельбе из электронного оружия. Завтра пройдут забеги на короткие и длинные дистанции, а в заключительный день соревнований в субботу спортсмены примут участие в заплывах. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.